через 25 минут мы будем в Туркме. Итак, дорогие товарищи, примите от нас эти подарки, как знак любви туркменского народа к вам, защитникам нашей Родины и свободы. Мужскую специальность и вырастила этого коня для самого хорошего. Наш колхоз Гюль-Олег дарит вам этого коня. Его зовут Мургаб. Желаю вам доскакать на нем до Берлина. Есть доскакать до Берлина! Спасибо за подарок. Теперь, как посмотрю на него, так и вас вспомню. А без коня не вспомните. И без коня вспомню. Я вас никогда не забуду. Сами ткали эти хуржумы? Да. А как понять вот этот черный узор? Этот? Да. Это след коня. А? Это след верблюда. А вот это роза. Роза? Да, роза. Говорят, давно в старину ее выткала одна ковровщица. Немного роз было в старой Туркмении. Увидела девушка тот самый миг, как расцветает роза. И сохранила это на ковре. Интересно. И еще говорят, что тот, кто увидит миг, как расцветает роза, тот никогда не будет обманут в любви. Интересно. Ой, какой глубокий снег! Не упадите. Нет. Провались. Нет. Ну что? Ничего. Осторожно. Осторожно. Ой, елочка. Как здесь красиво. Точно в сказке. А вы как Снегурочка. Немец. Извиняюсь. До свидания. Всего хорошего. Счастливо. Сагбаран. Сагбаран. Хотел бы я сейчас очутиться вместе с вами в Туркмении. Сейчас там тепло, солнце, розы цветут. А вы были у нас? Нет, мне Керим рассказывал. Но я собираюсь. Приезжайте. Приеду. Обязательно приеду. Вот только кончится война, так и айда в Туркмению с Керимом. Только известите, мы вас встретим. Да вы забудете. Нет, нет, я не забуду. Я пришлю вам телеграмму, а вы, если не до востребования. Хорошо? Хорошо. Жду вашей телеграммы. Ну, вставай, вставай!
Вставай, Захар, Туркмения! Туркмения! Ну, вставай, вставай! Вставай! Туркмения? Ну да. Ух, сколько солнца! Ну что, правда я говорил? Солнечный Туркменистан. Да, действительно, солнечный. Привет председателю колхоза «Адвокат». Айбиби! Рад видеть председателя колхоза Гюлялек. Салам, Айбиби. Салам, Алты. Приехала посмотреть вашу работу. Правильно делаешь. Наши колхозы соревнуются, и мы должны учиться друг у друга. Привет, кумыш, шоферу первой категории. Здравствуй, старый. Желаю тебе достигнуть той же категории на твоем Возможное. Как тебе нравится наш хлопок? Хороший хлопок. Очень хороший. Можем поделиться опытом. Спасибо. Но я думаю, что у нашего хлопка волокно будет длиннее. Будем рады вашим успехам. Так же, как и вы, надеюсь, будете радоваться нашим. А в чем же вы думаете быть впереди нас? На скачках. Наш конь Каракуш займет первое место. Какой вы самонадеянный, Алты-ага. Никогда ваш Каракуш не обгонит нашего Меликуша. Ваш Каракуш будет глотать пыль из-под копыт нашего Меликуша. Ты можешь это увидеть только во сне. Давай поспорим. Давай. На что? Ну все. Как на все? Проиграешь, я тебе поцелую. Ты не веришь в своего Каракуша. Хорошо. А ты сбреешь усы. Усы? Что, не веришь Меликушу? По рукам. Давай. Ты проиграл. Как? Завтра к нам приезжает Керим. Керим? Керим сам будет скакать на Каракуше. Конечно, твой сын Керим знаменитый джигит и первоклассный тренер. Но найдется тренер и для нашего Меликуша. Еще мы посмотрим. Ну, послужила на фронте, а теперь на отдых. На отдых. Керим, как ты думаешь, ответит мне Гюзель на телеграмму? Обязательно ответит. Это так же верно, как мы в Туркмении. Эй! Кумыш, хочешь, я тебе басню расскажу? Ну что ж, говори. Жив. Правда, что ты говоришь? Он просил кумыш ответить. Может ли взаимность встретить? Что ж ответишь ты, кумыш? Право руль, великий! Салам. Салам. Здравствуйте. Здравствуйте. Пойдем. Вот мяч попадает к Демину. Он бьет вперед, но Хомич гуляет его в поле. Неплохо сыграл Хомич. Теперь напряженный момент у ворот «Динамо». Бобров быстро подвигается к воротам, и у ноги бросается вратарь «Динамо». Хомич! Но Хомич уже лежит на мяче. Ворота спасены. Мяч опять. Гол, мяч. Игра продолжается. Так,
Вот так подают. Так. Боброву. Это правильный сайт. Хорошо. Это динамовцы уже отвечают рядом атак. Попадает по тому защитнику Динамо. Он... Гол! Ура! Идет игру команды Динамо. Однако этот забитый гол... Болельщик, болельщик. Команда СДК упорно атакует ворота динамовцев. Он продвигается хорошо с ним быстро вперед. Все-таки Хомич, еще раз головой. Вот это удар! Вы нас порадовали классной игрой. А теперь порадуйте телеграммой до востребования. Посмотрите на имя Захара Гарбуза. Гарбуз? Гарбуз. Гарбуз. А как имя? Захар. Захар? Захар. Извиняюсь, нет. Вы посмотрите получше, должна быть. Гарбуз. Гарбуз. Нет. Но, может быть, придет. Выходит, я выбыл из игры. Какой счет? 1-1. Но понимаете, Хомич. Пора разозлить почту, Мерген. И не задерживайся. И без того говорят, что мы плохо работаем. Развози. Телеграммы нет, значит, забыла. Я вернусь на Тихий Дон. Пойду возьму билет. Подожди, не горячись. Не любит. Пойми, Керим, я люблю ее. Она мне дороже жизни. Тяжело мне будет тут, рядом с ней. Не вынесу. Поеду на Тихий Дон, посмотрю на его вольные просторы, и, может, мне легче станет. Поеду. Не расставались мы с тобой, Захар, 41-го года. Да, всю войну прошли вместе. Давай закурим, как бывало на фронте. Давай. Сколько раз в походах курили и пели нашу песню. Сколько рек среди лесов и полей до Эльбы. Если мы вместе, дая пламя и воду прошли, нам друг о друге забыть нельзя, забыть нельзя, забыть нельзя. Даже в разлуке придая, товарищи и друзья, трудный
поедем ко мне. Тут немного осталось. Нет, лучше мне вернуться. Ты обидишь моего отца, мою родню обидишь. Поедем. Отец! Керим! Долго. Цел, невредим. Как видишь, Захар Горбуз, мой друг, о котором я тебе писал. Захар, здравствуй, сынок. Здравствуйте. Спасибо, что приехал. Я очень рад. Это тот самый Захар, который не раз спасал жизнь нашему Кериму в бою. Да. Непес Ага, наш прадед. Салам, сынок. А это его сын, наш дед Турды Мухаммед. Салам. Наша бабушка. А это ее мама. Сталинград, Берлин. Защищал родину Керим. Я выполнял ваш наказ. Какой он скромный. Да. Двоюродная тетя. Ее муж, наш зять. Салам. Салам. Здравствуй. Керим, Здравствуй. Салам. 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 Ох, ты уже пионер. Да. Он у нас уже пионер. Здравствуй. Наши племянники. Салам. Салам. Племянницы и внуки. А это что такое? Это каракуш. Каракуш. Это конь. Дядя, вы боитесь? Дядя! Прыгайте с коня! Он убьет! Донского казака не сбросит. Кто на каракуше? Захар Горбуз. О чем ты думаешь, отец? Я полюбил его как родного сына. И мне очень жаль, если с ним случилась такая неприятность. Да, он переживает большое горе. Есть мудрая пословица. Клин вышибает клином. А что ты этим хочешь сказать? Ну где ты найдешь такую девушку, как Гюзель? А Джамал? Джамал еще красивее. Захар полюбит Джамал и забудет Гюзель. Нет, это невозможно. Захар не может забыть Гюзель. А почему ты думаешь, что Джамал может полюбить? Алтегов, Керим! Алтегов!
Кирим, с Захаром несчастье. Скорей, скорей, идите же скорее сюда. Что случилось? Он сел на караку. Успокойся, Джамал. Ни один конь в мире не сбросит и не разобьет моего друга Захара. Успокойся, успокойся. Ты боялась, что его разобьет. Хороший джигит. Хороший. Усмирил. Усмирил. Ну как, Захар, хороший конь? Это не конь, а птица. Его и зовут Каракуш. Значит, черная птица. Великий конь, первостатейных качеств. Нет, ты посмотри, какие у него ноги. А шея? Воспитанник Джамал. Джамал, дорогая Джамал, да вас за такого коня расцеловать надо. Правда, Кирим? Да, за такого коня можно расцеловать. А мы ее премируем. Верно. Салам. Салам. Ну, Сары, ты окончательно проиграл свои усы. Смотри. К нам приехал новый тренер. Кто такой? Захар Гарбуз. Донской казак. Захар Гарбуз? А? Ах. Постой, постой, ты куда? Некогда, потом. Хороший конь. Ты слышал, что он сказал? Расцеловать. Они наступают нам на подковы. Но мы тоже не останемся в долгу. Гюзель, ты где? Иду, мама. Что, смотрела на дорогу? Ну, мама. Ай-яй-яй. Мы взяли 150 центнеров помидор с гектара. Вот как? Мы обошли колхоз Адбакар на целых 0,5%. Да? Ты понимаешь, Гюзель, как это взволнует Алтыага. Но он хитрый и постарается отыграться на чем-нибудь другом. Ай, Биби! Что такое? Вели мне молчать. Говори. Плохие вести. Ну, говори. Захар Гарбуз в их колхозе. Что? Он уже объезжает Каракуша. Так ты что-то путаешь, старый. Я не путаю, своими глазами видел. Успокойся. Я сама все проверю. Сары, едем. Едем. Я хочу выпить это вино за дружбу моего сына Кирима и славного казака Захара Гарбуза. За дружбу наших народов. За боевую.
Отец, дай дутар. Я хочу играть. Наша самодеятельность. Если ты увидеть хочешь даже ночью свет зари, то своей любимой в очи улыбаясь посмотри. Если хочешь зимний вечер и услышать соловья, то послушай, как щебечет нежно милая твоя. Будь я на твоем месте, я бы влюбился в эту девушку. Лихо владеет шашкой Керим. В бою он дрался, как Кёроглы. Тот же узор, что и на хурджумах, который подарила мне на фронте одна девушка. Я знаю эту девушку. Она учила меня ткать ковры. Гузель моя подруга. Вы едете к ней? Нет, кажется, не еду. Почему? Ведь вы ее любите. Да. День и ночь я мечтал о ней. Летел сюда, как птица на родину. Я послал ей телеграмму, просил ответить. Приехал. Ответа нет. Тут, наверное, какое-то недоразумение. Вы поезжайте. А зачем я к ней поеду? О чем я буду с ней говорить? Ведь любовь по аттестату не потребуешь. Не огорчайтесь, Захарджан. Гузель вас любит. Вы хороший. Вас нельзя не полюбить. Захар Григорьевич, идемте танцевать. Идемте. Нет, я не умею. Пойдемте. Я могу только русского. И нету пар. А Джамал? Джамал, будешь танцевать? Джамал, танцуй. Бонус. Ну вот мы пара. Идемте.
Молодые батыры! Подарок любимой девушке. Следующий. Плохо мерять в сторону. Не достал. А ну, Байрам, покажи ловко. Хорошо. Прыгайте, прыгайте. Доставайте платок для любимой девушки. Захар, Керим, давайте прыгать. Попробуем? Попробуем. Красивый платок. А выше еще красивее. Чем красивее платок, тем он выше. А ну-ка прыгай ты. Давай, Керим, прыгай. Оп! Хорош. Я его дарю тебе, а ты подари Джамалу. Твой трофей тебе и дарить. Идем-ка, Керим, пошли. Разрешите? Пожалуйста. Примите в подарок от Керима и от меня. Керим прыгал выше всех и достал для вас самый лучший платок, но он порвался. Керим у нас был лучшим физкультурником. А на подарок принято отвечать подарок. Что же мне вам подарить? Возьмите. Вам она понравилась? Возьмите на память о Гузель. Спасибо. Айгуль! Севен! Какие вы стали красивые! Невесты! А кто из нас красивее? Скажи, кто? Кто? А кто из нас красивее? Скажи! Все кружится. Прошло? Извините меня. Ничего, бывает. Ай, Биби, приветствую тебя. Салам, Алты. Какой прекрасный случай привел тебя к нам. Я приехала поздравить тебя по случаю возвращения твоего сына. Спасибо. Рада видеть тебя, Керим, здоровым, невредимым. Здравствуйте. Смотрите, это мать Гузель. Ну, идемте к нам. Прошу, Ай-Биби. Прошу. Захар Григорьевич Гарбуз. Салам. Ну, а как у вас с помидорами? С помидорами? С помидорами? 103,5%. А у нас 104. Отстаете? А скажите, уважаемая Биби,
Как здоровье вашей Гюзель? Спасибо. Она вполне здорова. Кончает ткать свадебный ковер и выходит замуж. За кого? За одного местного человека. Верный парень. Салам, дядя Захар! Салам, салам. Ох, как выстроились, прямо хоть в полк. Дядя, вы уезжаете? Уезжаю. Совсем уезжаете? Приходится совсем. Вы обещали научить меня ездить на коне и рубить шашкой. Да, действительно обещал. Захар Григорьевич. Я с удовольствием буду вас слушать. Салам. Салам. Прошу. Дорогой Захар Джан, нам известно, что ваши родные погибли на войне. Да, мои родные погибли на войне. Нам известно, ехали к девушке, имя которой должно быть забыто. Она выходит замуж. Да, и это так. Нам известно также, что вы и мой сын хотели жить рядом и вместе работать. Мы об этом мечтали всю. Наш колхоз будет считать большой честью, если останетесь в нашем ауле. В нашей семье будешь самым дорогим родственником. Дорогой Захар Джан, нельзя тебе от нас уехать с обидой в сердце. Останься, поживи, а мы сделаем все, чтобы ты забыл свое горе. Жились мы с Керимом, как нитка с иголкой. И не могу я с ним расстаться. Спасибо за честь. Спасибо. Спасибо. Я остаюсь. И будем работать вместе. А мы обсудим, что ты будешь делать. Пошли. Айда, идем, пошли скорее. Дядя! Дядя Захар! Вы остаетесь? Остаетесь, дядя! Остаюсь, ребята, остаюсь. Приехал. Остаешься? Бьются сердца наши словно одно, ничем их нельзя разделить. Пусть хоть две жизни мне жить суждено, друзей не успею забыть. Если мы вместе, мой друг, ты да я, пламя и воду прошли, нам друг о друге забыть нельзя, забыть нельзя, забыть нельзя. Даже в разлуке ты да я, товарищи и друзья. Давай закурим, как бывало на фронте. Давай. Новый кисет? Подарок Джамала. Хорошая девушка. Будь я на твоем месте, я бы влюбился в эту девушку. Захар, Керим.
Мы совещались и решили. Захар будет тренировать Каракуша. Тренировать Каракуша? Ведь он может занять первое место в республике. Нет, Керим, это ты должен делать. Керим будет управлять коней фермой. Так может я сейчас, а? Так я пойду. Иди. Скажи мне спасибо, Керим. Я хорошо с ним поговорил. Теперь Захар всегда будет с тобой, а у меня в доме будет 2 сына. И ты знаешь, Джамал с его приездом совсем переменилась. Поет, танцует, каждый день в новом платье. Скоро мы будем праздновать свадьбу. Отец, ты всегда учил меня, что настоящая дружба выше всего на свете. Конечно, сынок. Особенно та, которая родилась в боях за Родину. Да, но почему ты об этом спрашиваешь? Отец, я люблю Джамал. А я-то сватал ее Захару. Отец, я решил уехать. Уехать? Но мы тебя ждали 6 лет. И ты так мало был дома. Я постараюсь забыть Джамал. И тогда вернусь. А может, Захар не полюбит Джамал? Ее полюбит даже слепой. По голосу можно узнать, как она хороша. Я не хочу мешать счастью своего друга. Вот что, сынок, поезжай в Ашхабад, на тебя дело. Я хорошо знал и его отца, и деда, и прадеда. Его мать и бабушка были рекордсменками. Я помню. Уж далеко оставит позади. Посмотрите, вот он. Салам, Айбиби. Салам, начальник. Салам, Керим. Салам. Ну, Айбиби, поздравляю. При таком тренере. Мать моего коня? Да, я буду. Как же это случилось? Меня прислал сюда отец. Отец? Да. У твоего отца благородное сердце. Змей! Так, учебной рысью! Корпус! Держать шенкеля! Шенкеля держи, Ваня, шенкеля! Молодец! Галопом! Держись, Ваня, крепче! То! Ну вот и 10-й урок закончили. Молодец, Ваня. Будешь джигитом. Ну как? Ездит как туркмен. Хорошо ездит. Ну, а теперь перерыв. Молодец, Ваня. О чем вы грустите? У вас какое-то горе?
Нет. А я получил телеграмму от Керима. От Керима? А что он пишет? Приехал в Ашхабад. В Ашхабад? А он не пишет, когда он вернется? Не скоро. После скачек. После скачек. Так вы его любите? Вам больно? Больно. Но приятно. Почему так долго лежит эта телеграмма здесь, а? Эти телеграммы до востребования всегда. Гарбуза. А не тот ли это Захар Гарбуз? 15 число. Постой, постой. Ну да. Так это же он заходил в день... Шел телеграмму? Спрашивал. Но у меня у самого голова звенела, как мяч от этого матча. Немедленно поезжай и передай ему эту телеграмму. Но он же сделает из меня шашлык, начальник. Надо быть мужественным. 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 Мужественным? Мужественным. Ты еще здесь? Еду, Захар. Нет, Гюзель, Гавровщина. Можем вернуть ее как невостребованную, не испортив графика. Салам. Салам. А? Салам. Письмо? Говорят, ваш конь Меликуш не только быстрее всех коней, он даже перегоняет птиц. Ты медлишь, как человек с дурной вестью. Нет, от чего же? Вести хорошие. Салам? А? Гюзель-Жан, телеграмма, которую ты отправила до востребования, не передана. Но она... Ты не передал телеграмму? Телеграмму? Прошу расписаться в получении. Да? Можно Пожалуйста. расписаться? Пожалуйста. Думаешь, поэтому он не приехал? Поэтому, только поэтому. Поэтому. Ну да, конечно, поэтому. Ах ты еще! Папочка,
компаньоном. Я не снюсь. Я здесь. Все выяснилось, Захар. Тебе не передали телеграмму. Ты меня забыла. Мне очень тяжело. Я люблю тебя, Захар. Я жду тебя. Уходи. Не тревожь. Спи, Захар. Спи, любимый. В наказание за это я взяла у него кисет. Вот он его ищет. Когда мы встретимся, он будет смеяться. Овчи! Ты говоришь, он прогнал тебя? Да, прогнал. Ну какая змея этот Чамат? Что? Я была права. Она отняла у нас человека, которого ты, может быть, любила. И он носит в своем сердце ее имя. Посмотри. Конь в образцовом порядке. Говоришь, на тренировке показал новый рекорд? Да, на 1 секунду выше всесоюзного. Не забывай, что у нас есть соперник. Твой друг Захар. Каракуш прекрасный конь, а золотой кубок — хороший подарок на свадьбу. Салам, Алтяга! Салам, Айдиди! Спасибо тебе, Алтяга, за твой благородный поступок. Меликуш в руках Керима расцвел. Керим! Захар! Здравствуй. Здравствуй. Ну и соскучился я по тебе. И я тоже соскучился. И не только я. Джемал тоже соскучилась. Просила передать тебе привет. Спасибо. Ну как твой конь Каракуш? А вот он, посмотри сам. Ее конь. Ну, Керим, кто кого? Я первенство не уступлю. Полюбуйся. Сын против отца. Да. Слушайте. Сегодня начинаются республиканские скачки. На приз республики золотой кубок. Участвуют лучшие скакуны Ахалтекинцы. Почему ты не здороваешься?
Я учила тебя ткать. За что ты погубила мое счастье? Я погубила твое счастье? Да, ты отняла у меня Захара. Захара? Она его любит. Сейчас распустится. Увидела? Я увидела. Теперь я вытку это на ковре, и люди увидят новый узор. Кто увидит, как расцветает роза, тот никогда не будет обманут любви. Трудно мне будет, Керим. Почему? Если я обойду ее коня, она огорчится. Как? Ты еще не забыл Гюзель? А как же Джамал? А что? Она, наверное, ревнует тебя. С какой стати? Она тебя любит. Что ты сказал? Я сказал, нам пора на старт. Нет, ты не это сказал. Хорошо. Я повторю. Повторю. Я сказал, что я люблю Джамал. Керим, дорогой, как я рад твоему счастью. Счастью? Ты любишь Джамал? Так она тебя тоже любит. Да. Я был так рад за тебя, что даже ударился головой об дерево. Салам. Здрасте. Керим, можно вас? А? Я наяву. Я вам не снюсь. И тогда не снилась, когда пропал ваш кисет. Кроме того, вам следует получить недоставленную телеграмму. Жду с нетерпением, встречать будет шофер Сары. Гюзель. Произошло недоразумение. Она его любит. Она его очень любит. И он ее любит. Любит больше всего на свете. Начинаем следующий заезд. Начинаем следующий заезд. Участвуют кони и наездники. Каракуш колхоза Азбакар. Наездник Керим Сердаров. Меликуш колхоза Гюлалек. Наездник Захар Горбун. Кто это? Кто это на моем коне? На твоем Захар Горбуз, а на моем Керим. Остановите состязание! Они перепутали коней! Остановите! Уже поздно. Твой Керим, он обгоняет Захара. Керим противный. Нет, хороший.
старый Керим впереди. Смотри, Керим впереди. Как мне жаль твои усы. Захар! Захар! Газ! Газ! Нажми педаль! Педаль нажми! Нажми педаль! Давайся, кумыш! Это нужно еще выиграть. Керим! Захар! Захар! Хорошо. Молодец, Захар! Захар молодец. Ну как он смел сесть на моего коня? Захар! 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 Не отставай, Захар! Вперед! Вперед! Айда! Айда! Захар! Ой! 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 Приближается финиш! Приближается финиш! Силы коней напряжены до предела! Кто будет первым? Кому достанется республиканский приз? Кто победит? Финиш приближается! Меликуш. Каракуш. Меликуш. Каракуш. Меликуш. Каракуш. Вместе! 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 Наши впереди! Наши впереди! Наши! Наши! Что такое? Что это? Мне кажется, эта картина не требует пояснений. А все-таки у нашего хлопка волокно будет длиннее. Это покажет осень. Друг